Продолжить разговор о семейных ценностях и традициях мы решили в семье Галлямовых. Айнура Галлямова, черемшанцы и жители нашей республики знают как подающего надежду певца. Айнура, расскажи, пожалуйста, когда и каким образом началась твоя творческая деятельность? Как это было 9 класс в школе, у нас на Новый год не было номера, и моя мама, она классный руководитель мой, в школе это Гулия Бариевна, вот, она, можно сказать, уж вытолкнула меня на сцену, она знала, что я скрытно где-то караоке мог спеть, и вот в 9 классе, по-моему, я впервые вышел на сцену, и мне там понравилось, и вроде и поддержали, и друзья, и одноклассники. Вот так потихоньку началась моя, скажем, карьера. Buluşam deyip kulun sızganlar yok, Küterirge baskış kuyganlar yok. Üzüm baram yollarını yarıp, Tuktap kalan koy vakıtları. Жеңіл түгел алға барлары, Жеңіл түгел туктап калулары, Жеңіл түгел хыял тілеклеріне, Күңіліңе күмеп барулары. А где ты продолжил обучение после окончания школы? Потом я поступил в Казанский федеральный университет. Мне повезло в том плане, что в 11 классе, когда мы учились, нас очень сильно продвигали, мы уже ездили концертами. «Жемчужина», «Черемшанская жемчужина», по-моему, группа называлась, если переводить, «Черемшан инжеляры» на татарском, да. Вот, мы ездили уже концертами, и к нам приезжал преподаватель, профессор Лидия Ахметова. Вот, она тогда меня заметила, позвала к себе, и я смог поступить в Казанский федеральный университет, это МУСФАК. Там я очень благодарен Лидии Ахметовой, до сих пор мы с ней разговариваем, общаемся, и она на сольные концерты меня приглашает. У нас вокал должен был быть один раз в неделю, но она, увидев мое желание, наверное, она проводила уроки 4 раза в неделю по 2 часа, и во многом благодаря ей. Ну и мне на самом деле очень повезло, то что и меня отправили потом за границу, я очень много за границей практику проходил, то есть вокал меня обучали во многих местах. Дусларның тут буламы, яшаклары кабатланамы, бакчаларда уйнап үсеп. Мәктәп юлын бергә үтеп, төрле шәһәрләргә күчеп, дусларың ынтыламы. Нигә шулай була, яшәп арта кала, тормыш алга бара, яңа дуслар табыла. Unutmagız siz yakın dostlarını, Күрешергә табыгыз вакытны. Нигә шулай була, яшәп арта кала, тормыш алга бара, яңа дуслар табыла. Unutmagыз siz yakın dostlarını, Күрешергә табыгыз вакытны. А расскажи, пожалуйста, про свою семью, кто твои родители, кем они работают и чему ты у них научился. Я могу сказать, что мои родители никогда не хвалили меня. Они очень даже критично всегда относились ко мне. Мама в школе, например, то же самое, да, и когда я на самом деле много чем занимался, там, футболом, лыжным, больше всего у меня получалось в вокале, и я в разных фестивалях получал награды, первые места занимал, но никогда от родителей я ни одного слова там «молодец», либо каких-то поздравлений, поощрений никаких никогда не было. И вот это, наверное, дало мне огромный толчок. Например, и отец буквально год назад, когда я уже сколько лет с сольными концертами езжу, и он вот подошел и пожал руку и сказал «молодец». Это вот впервые, вот буквально год назад я услышал. У меня отец Галлямов Марат Закиевич, он на данный момент работает в Сибири, он оператор нефтевых скважин,
очень старается. Я могу сказать, что он уже вышел на пенсию, но он сказал, пока он может работать, мне нужно работать в своем направлении, и он вместе с мамой всячески поддерживает, помогает мне. Ну, мама моя, я уже говорил, то, что она являлась моим классным руководителем. Также, как я говорил, то, что она очень критична была ко мне, она преподавала у меня уроки биологии. И я вот точно могу вспомнить то, что когда я собирался на улицу, она мне говорила: биологию ты выучил на следующий день? Я говорю: ну да, но там мог и не выучить, охота же на улицу, все-таки молодые еще. И на следующий день буквально вот только прозвучал звонок, Галлямов к доске. У меня еще есть старшая сестра Алина. Что я могу сказать про нее? Она также поддерживает. И, например, когда я собирал эту студию, студия достаточно-таки дорогое удовольствие, и она тоже очень даже мне помогла. И вот этот процессор она купила за свой счет. Да, вот у нас на самом деле всячески помогает мне, продвигает меня. Я знаю, что для каждого человека определенную главную роль в сердце, в душе, в жизни занимают семейные традиции и обычаи. Какими семейными традициями и обычаями отличается ваша семья? Ну, традиций на самом деле много, и не зря говорят же: не имея истории, не имея ценностей, не будет и будущего. Первый у нас закон, скажем так, традиция – это разговаривать дома за столом только на татарском языке. Это прям устав семьи. Если даже мне кто-нибудь из друзей звонит, я обязательно отойду, если мне приходится разговаривать на русском. Вот. И татарский язык, я думаю, в моей семье он будет сохраняться. Также насчет традиций. Ну, у нас есть такие застольные песни. На самом деле, я думаю, вот этот талант передался мне от отца, и он тоже очень хорошо поет. И в свое время он тоже также выступал на сцене, но тогда нужно было еще параллельно работать, и у него не получилось на сцену забраться. Ташкын сыман, мәхәббәттә янам бу язда. Син кабыздың күңел төрләремә, син кабыздың сөю чагын, нурга күмдең тормыш юлларымны, миңа ачып кайнар кочагын. С Айнуром очень такая тесная взаимосвязь. Мы стараемся ежедневно созваниваться. В этом году то, что я стала молодой мамой, часто зову его к себе на помощь, подмога. В этом году очень даже мы тесно взаимосвязаны. И то, что мы так друг к другу относимся, я бы тоже, конечно, привила к детям, это все бы передала. Я сама из простой семьи. Но, несмотря на это, культура, искусство для меня имеют в жизни важное значение. Потому что я считаю, что через культуру, через искусство человек получает вдохновение, человек получает эстетическое какое-то образование, растет таким образом. Поэтому я старалась прививать своим детям любовь к искусству.